Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Это строчка из песни военных лет «Правда жизни». 67 лет назад наши деды поставили точку в страшной битве с ненавистным фашизмом. Но праздник Победы многие так и не встретили. Память о тех, кто не вернулся с полей сражения, свято чтят все, возлагая цветы к памятникам и обелискам. Накануне 9 мая торжественный митинг прошел возле памятника герою Советского Союза Александру Матросову. В 1942 году он добровольно отправился на фронт и был зачислен рядовым в 254-й гвардейский стрелковый полк. 23 февраля 1943 года в бою с деревней Чернушки Псковской области Александр Матросов прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал жизнью, чтобы обеспечить успех своему подразделению. И таких самоотверженных и бесстрашных было много. Великая Отечественная война – это ярчайший пример подлинного патриотизма, истинной любви к Отечеству, дружбы и братства народа всей страны. Ее исторические уроки, высокие нравственные ориентиры поколений победителей и сегодня остаются путеводной звездой на пути обновления и преобразования многонациональной России. Наше общество в неоплатном долгу перед ветеранами. Доброго здоровья и благополучия, счастья и долгих лет в жизни вам, дорогие наши ветераны. С наступающим праздником Великой Победы, уважаемые сибайцы! На митинге и церемонии возложения цветов присутствовали не только ветераны, руководители предприятий и организаций города, а также молодежь и младшие школьники. Героям Второй мировой они посвятили стихи и песни. Пусть гремит салют победы, этим светом мир согрет. Поздравляем ветеранов к Дню Победы многих лет. Мы сегодня, когда говорим о Дне Победы, воздаем должное героизму солдат и героизму тружеников тыла. Наша задача – учиться их героизму, воспринимать их патриотизм и сохранить вот это вот наше достояние на века, на все будущее нашей страны. С праздником, дорогие сибайцы! Сколько бы времени ни прошло, этот день останется для нас днем единения, вечной памяти и гордости за советский народ. Присутствующие на торжественном мероприятии почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику героя Советского Союза Александра Матросова. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Отрадно то, что в проведении торжественных мероприятий привлекаются и дети, ведь молодому поколению важно знать, какой ценой досталась победа. Не только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, но и для того, чтобы принять от них эстафету великой ответственности за судьбу своей отчизны и следующих поколений. 9 мая – самый главный праздник, когда СССР, как в 1941 год, как русские еще не знали, что на них не нападут. Но в 1945-м уже над Рейхстагом уже был возвышен наш флаг, русский флаг. 9 мая для меня – это День Победы, когда мы отмечаем, что мы выиграли немцев. Нам надо беречь своих ветеранов. Они для нас все, они победили. Сейчас мы живем. Если бы они проиграли, тогда бы нас не было на этом свете. 9 мая – это День Победы. Для ветеранов это самый главный праздник. Главнее Нового года, дня рождения. 9 мая для всех самый главный праздник. Все любят этот праздник. Торжественный митинг и возложение цветов прошли в этот день и в сквере у обелиска, посвященного солдатам Великой Отечественной войны. Главными героями и здесь стали ветераны. Победную дату мая 45-го они помнят, как будто это было вчера. Вы знаете, когда кончилась война, я одна дежурила, я радист. Все ушли на ужин, это 8 числа. Сталин выступает. Вы знаете, так это говорит граждане, гражданки. 8 числа немецкая армия капитулировала. Завтра будет праздник, 9-й день Победы. Я
Ну, кому мне сказать? Никого нет, все ушли вечером. Ой, знаете, стала на колени и говорю: Господи, неужели война закончилась? Я хоть освобожусь от винтовки и от противогаза. Вот такая была радость, и весна такая была прекрасная. Как говорил маршал Жуков, победы без жертв не бывает. Солдаты смертны, лишь подвиги бессмертны. 1418 дней кровопролитных битв и почти 27 миллионов погибших. Такова цена за победу в Великой Отечественной войне. Из горняцкого поселка Сибай на фронт ушло 350 человек, из которых вернулись единицы. Празднование Дня Победы в Сибае, как и по всей стране, начинается традиционно с возложения цветов к памятнику неизвестного солдата. Горожане с георгиевскими лентами на груди и алыми гвоздиками в руках стекаются к главному символу победы – вечному огню. Дети, молодежь, старшее поколение с трепетом встречают главных действующих лиц торжества – ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них и Иван Григорьевич Струков. С того момента, когда он, молодой солдат, сражался за светлое сегодня, прошло немало времени, но память о войне жива и поныне. Вы помните, как встречали 9 мая 1945 года? Я в Берлине был. Я долгое время был в Берлине. И 5-й, и 6-й. Сперва Жуков был, потом Соколовский был. В Берлине был. В 221-м полку МВД перевели меня, воевал в 65-й армии. И как же Берлин отмечал День Победы? Ну, где как отмечали, значит. Ну, песни пели все. Песни все пели. Туда были рады. А так, Ростак, есть роспись моя на Ростаге. Ростак весь разорили, только в Каульсдорфе. Я там жил на части и работал. Годы были такие, что самый расцвет мы были в армии, служили. 18 лет забрали в армию, ушел. Потом на второй белорусский попал и прошел до Кенигсберга. В Кенигсберге 5 мая, то есть 9 мая мы встретили День Победы. Ночью такая пальба поднялась невозможная. Думаем, ну, наверное, немцы прорвались, там окруженная группировка была. В ружье скорее выскакиваем, а там поля повсюду. Ура, победа, победа. Вот так мы встретили победу. Но после победы пришлось еще до 48-го года служить. Потом вернулся в Сибай. Атайым мен яшьярым булганда хугуш башланды. Атайым 2 яшь дигәндә китте. 2 яшь ярым дигәндә агайым китте. Икесе дә кайтмадылар, хугушта калдылар. Атайымдың нидәге 2008 ел концлагерда, Польшала концлагерда үлгәнен интернет аша белдек. Атайымдың менә яңы 40 ел 16 ноябрьдә атайым үлгән. Менә безгә хугуш балларын аслык ялангаслыкта үстек 7 яшьтән менә Яугилгә барып иген нишләнек 7 яшьтән безгә талабикларга приравнивать итеп безгә ни хугуш балларына берәр льготы кирәк иде. На торжественном возложении венков собрались руководители города, предприятий и организаций, дети, внуки и правнуки Победы. И сегодня главное богатство, которое досталось после войны, является свобода и мир, отметил в своем приветственном слове глава города. Этот день дорог всем нам, потому что является частичкой личной истории каждой семьи, символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа. Память о подвигах хранят не только живые участники и свидетели сражений, но и наши улицы, скверы в своих названиях. В городе есть улицы имени маршала Победы Георгия Жукова, командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минегали Шаймуратова, командира эскадрона башков дивизии Бадри Мамедкулова, героя Советского Союза Федора Белова, Александра Матросова. Установлены памятники героям, стела, посвященные участникам Великой Отечественной войны,
на мемориале, где сейчас проходит торжество, зажжен вечный огонь. Мы помним ратный подвиг советского солдата, своих дедов и отцов. Суровое военное лихолетие закалило наш народ. Каждое мгновение на фронте и в тылу принимались решения, от которых зависели судьбы людей, будущее страны. Дорогие ветераны, мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества. Низкий вам поклон. Примите сердечные пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни. Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины, не доживших до наших дней. Уважаемые сибайцы, участники митинга, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Пусть этот светлый майский праздник навсегда остается в наших сердцах источником гордости за отцов и дедов-победителей, наполняет нас теплой радостью и желанием жить и трудиться на благо родной земли. Кадрлы ветерандар, һезгә сихез рәхмәтлебез. Ватан өчен күрһәткән каһарманлыгыгыз алдында баш иябез. Артабан да һау сәламәт булыгыз. Туган ил өчен башын һалган батырларга мәңгелек дан. День Победы. День памяти всех, кто ушел и не вернулся, кто сражался и победил. И сегодня, спустя 67 лет с момента окончания войны, ветераны с особым трепетом принимают от молодежи цветы и слова благодарности. Байрам болған көтеріңкі кайып менен инде. Байрам шуның өчен кайыпты көтерергә, бергә күрешергә күп иптәшләр ниләр белән шул. Мин 45-нче елда Егеуді нейді Кинзберг қалағында қаршы алдық. Біздің үшін Кинзбергті алдық та 11 апрель күні бүтті біздің үшін бұл. Шунан 9 майға қадарым ялайтып сол қалала ятқанда несап көрі келді бірге. Шунан ней біткәс бізді Японияға тағын алып кеттілер, Японияға кеттік. Победа Великой Отечественной войны была достигнута тяжелой ценой. Погибло много советских людей, много мирных жителей, которые были в тылу. Поэтому мы всегда должны помнить о них и склонять свою голову. С приветственным словом к ветеранам, тыловикам и детям войны обратился начальник отделения военного комиссариата. День Победы – священный праздник, который объединил в себе в долгожданную радость обретения мирного неба и неутихающую боль утрат. Победа над фашизмом была завоевана ценой огромных потерь, поэтому мир для россиян – высшая ценность. В этот день каждый из нас вспоминает и отдает дань уважения всем тем, кто не щадил себя на полях сражений, кто приближал своим трудом победу в тылу, всем тем, кто пережил эти тяжелые 4 года. Сожженные села, разрушенные дома, миллионы погибших мирного населения, десятки миллионов советских солдат, оставшихся на поле боя. Весь ужас войны всплывает вновь и вновь, когда весь мир затихает, чтобы почтить их память минутой молчания. Сегодня в нашем городе проживает чуть более 100 ветеранов Великой Отечественной войны. Даже самому молодому из них уже 87. Это они освобождали города, шли вперед сквозь огонь и кровь, но выстояли и победили. Сегодня ветеранам всех хватает, нас уважают. Вот сегодня тоже позвали нас на этот праздник. Желаю всем здоровья, после чтобы больше, чтобы войны не было.
1418 күн 18-тен бір вақыттала ұмытылмас. Мен оғысқа начиная Курской дуги, кончая День Победы в Чехословакии. Служил 214-й Кременчугинской Александриевской краснознаменной дивизии. На втором Украинском фронте, первом Украинском фронте. После окончания полное окружение Берлина наши части подбросили в Чехословакии, город Прага. Встречал я в Мурманске. Радость была, конечно, большая. Мурманск осажден был. Немцы по 25 налетов делали, разбомбили его напрочь. Радость была неиссякаемая. Что бы вы сегодня пожелали ветеранам? Пожелали здоровья, что больше я могу пожелать? Здоровья, долгих лет жизни. Над миром вновь ликует светлый май, который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Мы знаем о войне лишь понаслышке, но матерям сегодня не до сна. Ведь подрастают юные мальчишки, а где-то до сих пор идет война. И сколько их еще, наверное, будет солдат, не возвратившихся с войны. Поем для вас, к вам обращаясь, люди, мы научиться мир беречь должны. Совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Ты помни, никогда не забывай. Ты помни, путь к победе был непрост. Кровавою была ее цена. Ты помни Бухенвальд и Холокост, и смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, солдат, не возвратившихся домой. И похоронки забывать не смей, все это нужно помнить нам с тобой. Долгожданное утро Дня Победы 9 мая. Сегодня страна отмечает 67-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В числе этого сегодня в Сибае пройдут митинги, театрализованные представления, концертная программа. В столовых города для ветеранов и участников войны будут организованы голубые огоньки. Также на территории филармонии будет организована солдатская каша. Но прежде, до всего этого, традиционно День Победы в нашем городе начинается с торжественного парада. Сегодняшнее праздничное шествие, парад, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организован при поддержке администрации, Обществом ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «ВОИН», Обществом воинов-интернационалистов «Барс». В параде участвует техника ДСААФ города Сибая. Потом также к нам присоединились Сибайский клуб «Главная дорога», клуб автолюбителей, и БРДМ, любезно предоставленный ДСААФ.
Ветераны боевых действий, офицеры, сержанты запаса, студенты среднеспециальных учебных заведений, школьники. В этот день, вне зависимости от социального статуса и положения, в одном строю маршировали все. День Победы – это общий праздник всего народа страны. Петр Николаевич, ну с каким настроением вообще сегодня вышли на парад? Ну, настроение какое? Праздничное. Победа есть победа. Поэтому и погода благоприятствует, хорошая, прекрасная погода. И настроение у ребятишек. То есть все участники парада подготовлены так, как должно быть. Это уже не первый парад, который мы проводим в городе, поэтому в этом сложности никакой я, например, не вижу. Самое главное то, что военруки школ хорошо поработали, подготовили детей, подготовили другие учебные заведения. В общем, все молодцы, короче. Сегодня самый знаменательный праздник. Хочу поздравить всех ветеранов, всех жителей россиян с этим великим праздником. Пожелать мира, добра, чистого неба. В преддверии 9 мая репетиции торжественного парада в Сибае проходили дважды. В День Победы в солидный строй встали почти 500 человек. Маршрут внушительной колонны начинался от Центра народной культуры и досуга, проходил через улицы Чайковского и Ленина. Финиш был запланирован на Центральной площади. Впервые решили принять участие в этом в честь празднования 67-й годовщины. То есть наш клуб в этом году только организовывается впервые. То есть мы решили себя показать с положительной стороны. В последующем думаем о том, что примем дальнейшее участие в парадах же. Ну и будем в организации города постоянно представлять Совет ветеранов. 9 мая для нашей страны поистине священный праздник. Дети Победы благодарны всем, кто ценой своего здоровья, а зачастую жизни, приближал этот день. Сегодня мы помним павших и чествуем живых. Победа над фашизмом, над смертью. С каким настроением сегодня идем в параде? Отличное. Спасибо за победу. На месте. Сегодняшний день значит как победа. Великая слава России, что выиграла над фашизмом, победа одержала. Как же. И что такие праздники устраивают у нас, такие парады красивые. Кадеты торжественно промаршировали в центре Сибая под одобрительные возгласы народа, после чего на место основных событий 9 мая выдвинулся парад Победы. Конечно, в этот день главными зрителями стали участники и ветераны Великой Отечественной войны.